Спорткомплекс «Энергетик» представляет собой 25-метровый бассейн и спортивный зал, предназначенный под зал борьбы. В нем проводятся занятия по таким направлениям, как самбо, дзюдо, ушу саньда и плавание. В спорткомплексе занимается около 400 ребят разных возрастов. Большая часть из них приходится на самбо, дзюдо и плавание. В 2012 году было принято решение о реконструкции спорткомплекса. В феврале 2013 года нами будет получена проектно-сметная документация на реконструкцию. И надеемся, к концу 2013 года жители города получат новый спорткомплекс с современным бассейном и спортивным залом. Ну, если коротко говорить, значит, у нас сейчас есть чемпионы Саха-Якутии по ушу саньда, по кикбоксингу. Также есть у нас чемпионы сейчас Дальний Восток, как по кикбоксингу, так и по ушу саньда. Но у нас больше преобладает чемпионы по ушу саньда, потому что это наше направление. Это, сейчас скажу, Бороздин, неоднократный чемпион, не буду говорить, это Саха-Якутии, чемпион по Дальнему Востоку, ну, призер по кикбоксингу тоже, только там это. Вот. И дальше пошли у нас, по джиу-джитсу мы выступали. Первые места у нас были, это 2009 год, 2010 год. Вот. В общем, у нас более разнообразный вид единоборств. То есть мы можем выступать, еще раз повторюсь, и по кикбоксингу. И мы первые места занимали даже по рукопашке, только рукопашка спортивная, не армейская рукопашка. Вот, в общем-то, так вот. И сейчас мы выиграли опять по ушу саньда республику, и первые, вторые места, мы вот сегодня уже поезд подходит, мы едем на ДФО, город Благовещенск. Если нам улыбнется счастье первое место, значит, нас ждет Москва, то есть Москва это уже Россия. А вообще сколько ребят занимается? В общей сложности мне занимается около 40 человек. Сейчас половины нет их. Благовещен сколько людей? Я везу двоих по ушу саньда, это 70 килограмм, 75, Гермогенова и Булаха Сергея. И по ушу таолу Мартынюк Борис, под которым вчера мальчик выступал. Троих я везу. Планируем по Дальнему Востоку, мы уже будем выезжать на постоянной основе. То есть Дальний Восток, Сибирский федеральный округ, Хабаровский край, Амурская область. Это все на потоке будет у нас. Самые планы у нас амбициозные. Мы планируем провести первый городской турнир в этом году тоже, конечно, в апреле месяце. Да, у нас будет закрытый. Для ребятишек, кто у нас занимается, некоторые занимаются уже долгого времени, по 4 года, они еще не принимали участие в связи с тем, что это выездные турниры. Детей младшего возраста очень трудно куда-то выезжать, понимаете, 7-8 лет, 9. Такие вот в Хабаровске, например. Мы проведем свой турнир, он будет в 3 дисциплинах: ката, формальное упражнение, кумите
Это старше 12 лет, это бои будут. Для детишек до 12 лет это будут такие эстафетки. То есть они оденут шлема, защиту, чтобы они привыкали уже. Круг будет типа сумо. То есть до 3 точек или вытолкать за определенное татами. И у нас будет типа что-то кроссфита. Кроссфит это молодое направление, такое. Мы придумаем упражнения, это будет включать как бег, ОФП, какие-то различные упражнения. И вот будет суммарная таблица, и кто наберет большее количество баллов в сумме, тот участник победит. В секции самбо-дзюдо я преподаю с 96-го года. Вот, как приехал в Алданский район после окончания летной училища, вот я начинал преподавать секцию после работы основной. Вот с 96-й год я работаю, преподаю в секции самбо-дзюдо. С этого время у меня почти детей, которые занимался по самбо, по дзюдо, есть такие результаты, как первый результат для меня принес это Федулова Алена, который мастер спорта России по борьбе дзюдо, сейчас учится в Красноярске, школа Олимпийский резерв, и учится одновременно в институт газовой и нефтовой. Вот после этого у нас пошел такие хорошие спортсмены, как Паша Опря, Семежев, Аксенов Анатолий, Бондаренко. Около 500-600 человек, такие выпускники наши выпускали мы хорошие. В данный момент у нас и тренируется здесь в зале Перетолчина Настя, она была чемпионка Европы среди юношей по борьбе самбо, также призеров первенства России, дальневосточных турнирах. Вот. Такие вот где-то у нас, сейчас у нас звездочка растет, у нас Марьяна Серкеева. Расскажите, почему выбрали именно такой вид спорта? У меня с детства была какая-то охота была на какой-то боевой вид спорта идти. И с тех пор начали заниматься, да? Да, с 6 лет я сюда пришла к тренеру, да. Сколько лет, получается, уже сейчас занимаетесь? 8-й год пошел. 8-й год. А на каких чемпионатах, соревнованиях участвовали? Самые большие соревнования у меня были, это первенство России, где я стала второй, проиграла нашей девчонке из Якутии тоже. И Дети Азии, известные игры в Якутске, международные. Я там боролась в обоих видах спорта, самбо и дзюдо. Я стала в обоих видах первой. Здорово. А какие планы вообще в этом году? Сейчас мы с тренером планируем, у нас был только что недавно мы приехали из ДФО, это у нас отборочный турнир на первенство России. Сейчас мы выиграли, я и еще мальчик. И мы 12 числа планируем вроде бы вылетать из Нерюнгри в город Волгоград. Там будет первенство России среди юношей и девушек. А потом еще какие соревнования планируете? Там это будет зависеть все от этих соревнований. Это самое важное. Если выиграешь, то дальше? Если выиграю, то дальше, по идее, должна быть Европа. Уже крупнее, да? Да, уже намного крупнее соревнования.